Дерматиты все чаще стали встречаться у детей. В Якутии эта проблема стоит наиболее остро. Поэтому заболеванию посвятили конференцию с участием представителей центральных клиник страны. Подробнее в материале с Аргаланы Захаровой. Атопический дерматит, или, проще говоря, аллергическая реакция на кожу. Заболевание, с которым сталкивался практически каждый второй, но не придавал особого значения. Чаще всего после приема препаратов сыпь проходит, но нередко болезнь прогрессирует и принимает хронический характер. В Якутии эта проблема стоит наиболее остро, говорят эксперты. Заболеваемость атопическим дерматитом в Якутии остается одной из самых высоких в регионе. Связано это во многом с климатогеографическими особенностями и генетическими особенностями этого региона, которые предрасполагают к изменениям барьерных свойств кожи, к изменениям структур кожи. Встречаются в Якутии и сложные случаи. Это дерматиты с открытыми ранами или носящие рецидивный характер. Приглашенные специалисты поделились своим опытом в лечении этих болезней. Несмотря на то, что дерматит нельзя полностью вылечить, можно бороться с его симптомами. С одной стороны, влиять и на образ жизни, и на элиминацию причинно значимых аллергенов, и в особенности характера вскармливания и питания в раннем детском возрасте, и, несомненно, современных методах воздействия на кожу с использованием современных лекарственных средств. Питание является немаловажным фактором развития атопического дерматита у детей. Быстрые углеводы, о которых нередко пишут в статьях о правильном питании, стали неотъемлемой частью нашего рациона. Однако жирные и сладкие перекусы, фастфуд и другая вредная пища может стать причиной аллергии и диатеза. Простые углеводы должно быть всего 10%. Но на сегодняшний день ученые посчитали, получается где-то 16-20%. Скоро у нас Новый год. Всех родителей, всех якутян призываю отказаться от сладких продуктов в пользу полезных подарков. Например, можно дарить ребенку развивающую игрушку. Другая распространенная причина – слишком частое использование различных моющих средств. В этом случае не всегда чистота – залог здоровья, а чувство меры – полезная черта характера. Аргалана Захарова, Джулус Иннокентьев, Якутск.